Смотрите, вечером на базе мы занимаемся приклеиванием вот этого календаря. Вот я привез такой календарь для ребят, пускай смотрят. Рыбы Якутии, дни смотрят, не теряют, не забывают. Вот, сейчас Дмитрий приклеивает. Сейчас я все подам. Вот, ребята сейчас клеят календарь прямо на стену. Да, вот. Рыбы Якутии. Так, на, держи. Смотри, выходка не один. Сквозь все тело батрайдер. Палас. Вот так. Mana. En sering itu. Все. Вот. Так вот, такой календарик, друзья. Даже с автографом, смотрите, он подписал для ребят. Ну вот, приехали с установки жерлиц, поставили жерлицы. Ветер страшный. Вот, посмотрите. Вот это ветрюга. В общем, я даже не стал снимать установку жерлиц, потому что кошмарный ветер. Просто поставили жерлицы. Флажки уже не стали, прям на жесткую так зацепили, все, оставили. 4 жерлицы поставили, у нас 4 живца было. Хотели еще нарезку поставить, но так как сильный ветер, короче, не стали ставить, просто оставили их на завтра. Завтра съездим, проверим, будет интересно, думаю, посмотрим. Итак, дорогие друзья, вот и настало утро проверки жерлиц. Сейчас включаем. Опять уложились. Опять у нас ветер восточный. Ночью порывы ветра были еще сильнее. Вот, поэтому я уже запереживал за палатку, как бы она там не улетела. Висит только на одной пешне и на лопате, получается. Вот и приехали. Первая жерлица. Флажки специально не убираем, чтобы у нас жерлицы стоят на жесткую. Флажки уже как бы не актуальны на таком ветру. Скорее наоборот, они нужны, чтобы видеть жерлицу, где стоит. Это мы вчера одну так оставили с флажком, а остальные я сделал по стандартному. И их сейчас вообще не видно, где они. Вот. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас продолжается рыбалка на гольца. Сегодня у нас уже энный день. Ветер по-прежнему дует. Мы сейчас только что приехали с проверки жерлиц. На одной жерлице вчерашнего нашего живца сорвало, съело. Снегом очень сильно жерлицы заметает. Поставили вчера 4 жерлицы под сильным шквальным ветром. Флажки у двух. Я поставил жерлицы на жесткую. И флажки просто, получается, поставили, чтобы не потерять жерлицы. Потому что сильно очень заметает жерлицы. Вот. О, бля, балык дentro. Не да. Бутики гид балык на который делаешь.
Да, Улухамбай Мгм. да? Ну, Очень большой голец, друзья, подошел. не горбится даже. Посмотреть. Ну-ка, посмотрим-ка. Бля, здесь стоял. Не, она где-то тут стояла. О, вот стоит. Это кто? Нажми на рек. Рек у него левее. Ага. Это не голец, ребята. Чир. Даже не чир. Ушел. Благородный такой, гордый. Слушай, ну мне показалось, может быть, это голец был. Почему успели заснять только хвост? Жалко, сюда не подплыл, а. Эх, какой был бы кадр. Да? Да ладно. Глазик старый стал, наверное. Значит, нужно... Ну, жучка не хочет, слушай. Говорит, это не тот жучок. На тебе как раз. Ладно. Раз не тот жучок. О! Александр взял. О, хороший идет. Вполне себе съедобный. О, бля, порвал. Оторвал, да? Да, друзья, сейчас давайте посмотрим-ка. А, еще один подошел к твоему, идет на жидкий твоей. Еще один подошел. Давайте, пока есть возможность, ловим. Слушай. О. Ну, этот мелкий совсем. Все мелкие, а для твоей мормышки только. О, мормышку оторвал, смотрите он, Александр. Угу. На. А. Вот такой вот голечек. Большой. Там еще один плавает, небольшой тоже. Так, а он нам, получается, нужен. Мы у него конфискуем глаз. Есть. Ребята! Что, жерличный, да? Отличный. О, вот это вообще хороший. Под жерлицу. О, какой. Прям на этот, на легкое взял, да? Ой, говорил же, поставь эту мормышку, она хорошая. О. Смотрите. Жерличные ребята. Да, один жерличный есть. Bir bulgos beğenini kurduk ki. Ya katarı bu patanı. O pütüveri. Bu kadar. Drone. Есть, ребята, есть такой более-менее такой со вчерашнего дня нормальный идет. О, хороший вышел. Это хороший, да? Ну да, это вот просекать надо его именно. Губу ему надо просекать. О, кулинарный довольно. Хорошего кулинарного размера такой. Взял такой вот голечик.
Соболевский конструкция. Вот так вот она выглядит. Вот. И здесь с перышком с каким-то вот. Напоминаю, что данные блесна работы Сергея Соболевского есть на сайте клёвая-рыбалка.рф. Ссылка в описании под роликом. Ой, елка. Ладно. Засечка. Есть голечек. Стоять. Стоять бояться. На мясо. Куда выкинем? Маленькую блесенку схватил. Так, что я тут на жареху? Берем, да? Я балык жарлан тейке. Ну. Ямаханы бикинин дем билер бран. Тосылы көйте. Вот же, вот, малек. Меня. Вот. Взял. О, хороший, жерличный, вообще жерличный. Прямо одного за другим вытащили сразу. Александр. Скользкий такой. Подожди. Стоять. Спокойно. Ой, не поберегись уже. Да, ты. Оп, идем. Фонтан. Она голец колет. Убийца гольцала. Есть. Сразу подошел и взял. Сразу подошел и взял Александр. Он ее подозвал, Ну такой жерличный. Да? Почти. Не, ну чуть большеват для жерлицы, конечно. Ну на жареху пойдет. На жареху, да? Ну, наверное. На жареху так, на жареху нет. Уж хотели его пожарить сегодня. Ну, пожарим. Так что, друзья, сегодня у нас жареный голец. Есть голечек. Как я его подцепила. Как я его. Агрессивный такой хват у него прям. О, там еще второй плавает. Сейчас второго попробуем взять. Давай-ка. Покажи класс. Ну ничего. Ушел так ушел. Счет идет, значит, увидел белый свет. Да, посмотрел у нас, говорит, да ну вас, ребят. Так, друзья, вот такой у нас общий улов сегодняшнего дня.
Ни много, ни мало, но на жареху, как говорится, есть. Да, Александр? Сейчас поедем жарить. И сегодня еще не все. Надо еще жерлицы будет проверить вечером. Вдруг там что-то будет хорошее. Так что погнали мы дальше. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас крайний день рыбалки. Приехали мы на озеро с большими кольцами. Поставили, в котором у нас установлены были наши жерлицы. Вчера мы их проверили. Ничего не было, кроме одной. На одной был сорван живец. На одной из жерлиц. Так, это получается... Скорее всего, на той, наверное, да, вон на той. На той жерлице был сорван живец. Это у нас по счету первая жерлица. Потом вон там вторая, третья и четвертая где-то в этом районе вроде бы как. А вон она, вон раз, два. Четвертую флажка не видно, в общем. Третья. И сегодня мы здесь будем пробовать все-таки поймать нашего трофейного гольца. Сейчас Александр вот проверку жерлицы делает. Она вся смерзлась у нас. Так, в общем, сняли жерлицы. Сейчас будем пробовать ловить. Друзья, сейчас скажу несколько слов про костюм. Костюм от фирмы HCN Rescuer. Что означает спасатель? В принципе, при такой температуре, минус 6 градусов, вообще комфортно. Ехалось комфортно. В сапогах хожу. На ногах у меня тоже ботинки от фирмы HCN. Уже давно проходят испытания. Они теплые, тенсулейтовские, утеплитель. В общем, доволен полностью. Рекомендую фирму. Ссылка будет в описании под роликом. Так, сейчас будем бриться. Покажем, какая толщина льда здесь, на севере. Поехали. У нас есть два ледобура. Вот таких вот. Значит, этого проставка не достает, у этого достает. Поэтому двумя будем бурить. Берем второй бур. Забуриваем второй бур. Вот такая толщина льда. Так что приезжайте к нам на рыбалку, будьте здоровы. Так, друзья, Александр поймал
Пойдемте посмотрим, кого он там выцепил. На балансир с мясом взял. Ну, Да ты чё? ну, На поверхности или... на поверхности вообще. Вообще у льда? Да, да, вообще у льда. Вот лунка, конец льда. И здесь, короче. Так, значит, они питаются этими поверхностями. Да. Форму что-то какое-то питается. Форму. Вот такой голец хороший, слушай, да? Да. Такой типаж другой, да, чем с этого озера, да? Ну, Сразу видно, типаж другой. Это не есть. есть всё. Ну что, друзья, забираю глаз. Пошли. Тоже поймаем. В общем, сегодня весь день провели там на озере, на том, где жерлицы стояли. Сейчас переехали сюда, и вот уже первая поклевка. Ну что ж, друзья, пойдемте. Александр сказал, что у него была большая поклевка, кто-то крупный, поэтому я там долго не сидел, сразу иду обратно к нему. Красавчик, поздравляю! Красную блесну взял, кажется, да? Ты смотри-ка, на здоровую, блин. Самый здоровый, где? Ну, самый здоровый, слушай, да, поздравляю тебя, вообще круто, блин. Ну я так-то недалеко от тебя сижу. Ну, попадет, смотри. О, хороший, Хороший попался вообще. Прям хороший экземпляр. Такая вот блесенка. Ну да, это походу они путают это со своим, видать. Но путает. Надо такой же тоже пробовать, значит. Красный. Ну вот, друзья, подглядели, на что ловится. Сейчас будем. Там у меня тоже где-то вылез оболесского блесна. Попробуем все-таки. Да. Какой же размер? Чуть-чуть маленький. На сало, да? На сало, ага. Свиное сало или что? Свиное сало. Спокойно. Спокойно сало тоже попробуем. Давай попробуй на сало. Ну вот, друзья, смотрите, как у него у людей клюет. У нас что-то вообще тут расстояние это несколько метров всего, блин. Походу, может быть, точно из-за сала. Так, ну вот, зарядили жерлицы. Упал вот такой вот туман жесткий, уже не видно склонов, холмов. Сейчас мы отправляемся домой. Сегодня улов у нас 3 рыбы, 2 из которых за килошка и за килошку. Вот
такие галечики хорошие. Хорошие галечики. Ну вот один вот на нарезку пошел. Пришлось. Сейчас вот Александр здесь жерлицы воткнет. Ну и все, отправляемся. Вот наш крайний день в избушке. Сегодня утром мы рано проснулись. Собираемся уже домой. Все. Вот, ребята сейчас ужин. То есть обед готовят. Посмотрите, как и предсказывал Александр. У нас абсолютно никакого ветра. Полный штиль. Очень светло, солнечно. И вот, друзья, в преддверии своего отъезда я хочу на память от себя Дмитрию оставить, подарить свой нож, которым я пользуюсь. Я заметил, что он в таких быстрых поездках ездит без ножа, поэтому вот такой складишок ему дарю. Пускай лежит у него где-то в снегоходе, либо в кармане. Вот. Да, это я дарю Дмитрию. Чтобы он пользовался. Вот. Думаю, будет пользоваться и вспоминать. Держи, Дмитрий, тебе подарок от меня. Вот, все. Ну вот, друзья, а такие ножи я вам напомню, что есть на сайте клёвая-рыбалка.рф. Заходите, заказывайте. Так, друзья, вот у нас перед дорожкой посидеть обязательно. Ну вот, дорогие друзья, сейчас мы сидим перед дорожкой, чай попить, обсудить, как прошла рыбалка. Ну, в эти дни, все дни мела пурга, было облачно. Сегодня в день отъезда, как видите, очень солнечно. С нами были в эти дни Вадим, Дмитрий, Александр. Улов считаем, что средний. Сейчас поедем на озеро, где мы вчера оставили 4 жерлицы. Снимем и немножко посидим, порыбачим, закрытие сделаем, так сказать. Надеюсь, что ребята сказали, что в такую солнечную погоду будет хороший клев. Посмотрим. Все. Спасибо этому дому. Спасибо ребятам за гостеприимный прием. Обязательно, да, ищите контакты Александра на сайте клёвая-рыбалка.рф в разделе туризм. Созванивайтесь, приезжайте, отдыхайте. Замечательная база, замечательные люди, замечательная природа, рыбалка, отдых. Так, защита от медведя сделали, от белого. Слабовато, конечно, но... там еще гость сверху, чтобы не открылся. Ну и все, окно, главное, закрыто, чтобы не заглядывал. Вот и все. Ну вот и собрались. Вот так. Оставляем все, каким было. Белым. Сегодня первый день лета. Николин день. День Святого Николая, поэтому, друзья, вот так выглядит в тундре День Святого Николая, первый день лета. А что, термос так и оставляем на земле? Так, приехали на проверку жерлиц. Александр уже пошел проверять. Вот эту ближайшую он проверил. Ничего не попалось. Сейчас я буду проверять вот эту свою.
Так, Дмитрий кого-то тащит. Ох ты, красавчик. Вообще хорошего будешь, да? Хорошего дела. Смотрите, вот у нас такая рыба. Ой, какая хорошая рыба. Напоминаю, мы находимся в Республике Саха-Якутия, Анабарский район, побережье моря Лаптевых. Это называется голец озерный. Дмитрий вытащил еще одного. Корни. Есть такое дело. У меня тоже наконец-то попался. Небольшой, но голец. Да, сейчас сделал квадрокоптерную съемку. Последнее, что успел заснять квадрокоптер на видео, сейчас увидите. В общем, стоял вон там, внизу. Вот, посмотрите. Прилетел сюда, получается, снять гусей. Как гуси взлетели, вот с Дмитрием сейчас приехали. Искали квадрокоптер по точке, где он упал, где совершил аварию. Посмотрите. Все, друзья, квадрокоптер накрылся медным тазом. В общем, сломался. Камера отлетела. Ядрени фени, вон, провода все повылазили. В общем, хороший удар был. Видно, что здесь ударился. Вот здесь лежал, крутил еще вот так. Даже работает, смотрите. Ну, на последнем издыхании. Батареи еще достаточно. Вот. В общем, что-то с ним случилось. Упал. Но хоть камеру успел этот видео заснять. Последнее свое смертельное крушение. Там жестко видно, ага. Вот, ну, координаты забил последнюю, где его связь с ним была, и нашел, собственно. Резкий порыв ветра поднялся, и его сдуло просто. Так что вот так вот, друзья. Теперь квадрокоптерных съемок больше не будет, пока первое время, пока новый квадрокоптер не приобрету. Вот так вот.
Вот, дорогие друзья, сейчас мы, собственно, окончательно заканчиваем сюжет. Я сейчас собираюсь, ребят собираются, делаем финальное фотографирование и едем домой. Вот такая вот была рыбалка. Поэтому, друзья, пишите ваш комментарий, что вы думаете по этому поводу. Делитесь с друзьями. Фильм создан в тундре специально для вас. Спасибо Александру, спасибо ребятам, всем, кто принял участие в создании этого фильма. Спасибо вам, дорогие подписчики, за помощь. Всем хорошего настроения, не болейте, здоровья, всем пока.